День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Надежда Саханская. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Энергия будущего рождается сегодня. В Казани завершился форум «Энергопром». Это стратегическая площадка для реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В работе форума принял участие Айсен Николаев. В республике прогнозируют раннее закрытие автозимников, что грозит своевременному выполнению плана по северному завозу. Узнаем, будет ли завоз завершен в срок. Поддержка, которая меняет жизни. Фонд «Защитники Отечества» за 3 года помог тысячам ветеранов и их семей по всей России. Школьные двери открываются. В Якутии началась приемная кампания. Примечательно, что число первоклассников в городе растет ежегодно на 1500–2000. Классические номера, признанные золотым стандартом обучения в балетных школах, продемонстрировали более 200 участников конкурса «Дивертисмент». Смотр состоялся в столице республики в Якутской балетной школе. В Казани завершился международный электроэнергетический форум «Энергопром». В работе форума активное участие принял и глава Якутии. Пленарное заседание форума прошло под названием «ГОЭЛРО. Версия 2.0. Возрождение легенды». К чему удалось прийти в ходе рабочей программы, расскажут наши коллеги. Пленарное заседание форума прошло под названием «ГОЭЛРО. Версия 2.0. Возрождение легенды». Это отсылка к масштабным проектам по государственной электрификации России в 20-30-е годы прошлого столетия, когда удалось ударными темпами перестроить систему энергоснабжения. По мнению министра энергетики страны Сергея Цивилева, стремительный технологический прогресс от искусственного интеллекта до цифровых решений и новых видов транспорта напрямую усиливает потребность в энергии, делая энергетику базой для экономики и качества жизни. Быстрый взрывной рост технологий всегда влечет за собой прежде всего потребность в энергии. И сегодня влияние энергии стало настолько глубоким, что именно энергетика определяет будущее развитие. Именно энергетика определяет, каким будет наше государство, какой будет мир и какой будет уровень жизни у нашего населения. В рамках форума прошли десятки различных мероприятий. Эта деловая площадка собрала мнение экспертов из разных стран и регионов. Одним из главных событий стало заседание комиссии Госсовета России по направлению энергетика под председательствованием главы Якутии Айсена Николаева. Обсудили ключевые для отрасли вопросы – технологический суверенитет и технологическое лидерство в энергетике. Обсуждались в первую очередь вопросы, связанные с энергетическим машиностроением, с реализацией и первыми итогами нового национального проекта по энергетическим и атомным технологиям. Безусловно, мы видим необходимость усиления работы. Почему? Потому что нам к 1942 году необходимо вводить 88,5 гигаватт новой мощности энергетической. При этом, вот если мы будем работать такими темпами, как сегодня, то, к сожалению, мы результатов здесь не достигнем. И вот для того, чтобы повторить те достижения, которые были у Советского Союза при реализации программы ГОЭЛРО, нам надо вообще перестраивать и систему управления, систему проектирования, систему надзора, строительства, в целом менять подходы к отрасли, в том числе в энергомашиностроении, чтобы добиться серьезных результатов. Свои передовые разработки на выставочную часть привезли 120 компаний из регионов России, также Беларуси, Китая и Кыргызстана. Казанский павильон поражал предложениями. Гигантские турбины, дроны, системы гидроэнергетики. Много внимания привлекали новинки автопрома. На выставке представили и отечественный электрокар «Атом». Посмотрите на этого красавца. У него российские софт, металл и даже батарея, на которой можно проехать до 500 километров в летний период, не подзаряжаясь. Причем старт серийного производства уже через 3 недели.
Причем выставка – это реальный инструмент для поиска новых решений в энергетике. Вот и якутская делегация наметила для себя несколько перспективных партнеров среди отечественных производителей. А это поможет в усилении энергетического суверенитета. Многие предложения, в том числе и новые технические и коммерческие предложения, можно сказать, мы уже взяли в работу. Это в том числе использование новых технологий, связанных со строительством сетей водоснабжения, теплоснабжения, в том числе и такие комплексные решения, как комбинированная выработка тепловой и электрической энергии, которые, безусловно, будут внедрены на территории Республики Саха-Якутия. Форум «Энергопром» впервые в этом году приобрел статус федерального. И в будущем эта площадка может претендовать на звание одной из главных в стране, где ставят и находят решения для процветания России. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Казань. День за днем. Дальний Восток лидирует по числу чрезвычайных ситуаций в стране, в связи с чем полпред Юрий Трутнев поручил минимизировать нормативные препятствия, мешающие регионам оперативно ликвидировать последствия природных катаклизмов. Для этого подготовлены поправки в ряд законов, включая акты о недрах, об автомобильных дорогах и об организации местного самоуправления. Также планируется провести комплексный аудит и актуализацию устаревших технических регламентов и стандартов с учетом современных вызовов. Мы договорились о том, что все права по, скажем так, приостановке действия тех или иных нормативных актов правильно предоставить Министерству чрезвычайных ситуаций, прописать это в законодательстве и, в общем, обеспечить то, что мы и обязаны обеспечивать, то есть безопасность граждан Российской Федерации в любых условиях. В Якутии стартовал 6-й сезон федерального проекта «Чистая Арктика». В рамках этой программы специалисты разных отраслей, волонтеры и местные жители привлекаются к очистке арктических территорий от металлолома и мусора. Так, с 2021 года энтузиасты собрали порядка 2000 тонн сырья. К примеру, по итогам прошлого года удалось собрать 400 тонн металлолома. В этом году проект будет реализован в 5 арктических улусах. Это Устьянский, Булунский, Анабарский, Алайховский и Нижнеколымский районы. При этом, как отметил первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Сергей Неустроев, весь металлолом отправляется в Якутск на базы по приему вторсырья и перерабатывается. В транспортировке грузов волонтерам помогают местные промышленные компании. И вот в этом году, в 2026 году, у нас первая машина пришла, компания Янолова привезла металлолом с села Сайлык Усянского района. Эта работа они ведут уже с 2023 года, они наши постоянные партнеры. И вот мы в этом году начинаем, стартуем, будут привлечены волонтеры, молодежь с районов, будет привлечена, конечно, и местная техника, нам помогают местные компании, предприятия ГУП, ЖКХ, Саха-Энерго, Дороги Арктики и, конечно же, местное население. Противопаводковые мероприятия начались в 14 районах Якутии на 92 участках, где традиционно образуются заторы. Зачернение льда идет на 85 участках. Еще на 7 участках ведут распиловку льда. Общая протяженность этих работ составляет 41 километр. Специалисты филиала «Лена Регион Водхоз» ослабляют прочность льда на затороопасных участках рек Лена, Колыма и Вилюй. Ледяной покров расчищают от снега и торосов в Ленском, Алекминском, Хангаласском и Намском улусах. Общая площадь выполненных работ превысила 123 гектара. Комплекс этих мер направлен на то, чтобы снизить риски подтопления и обеспечить безопасность людей и объектов инфраструктуры. Готовность Ленского района к предстоящему прохождению паводка и пожароопасному сезону оценила рабочая группа комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Якутии. Делегация провела осмотр сил и средств районного звена. Подробности далее.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности посещает Ленский район для оценки готовности в начале апреля. Традиционно визит начался с осмотра сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС. Участие в нем принимают ведомства, предприятия и организации, которые могут быть привлечены к проведению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. В их числе МЧС, МВД, Служба спасения, Роспотребнадзор, ЦРБ, крупные предприятия и другие организации, у которых имеется тяжелая техника. Состав сил и средств на случай чрезвычайной ситуации. Фронтальный погрузчик 1 единица, экскаватор 1 единица, автомобили грузовые 2 единицы, личный состав 75 человек. Функциональные обязанности в период чрезвычайного положения – это создать резерв спецтехники и автотранспорта для возведения необходимых гидротехнических сооружений, организовать обследование и обеспечить полную готовность дамбы для пропуска вод. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Александр Никифоров высоко оценил готовность Ленского района к выполнению необходимых мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций. По сравнению с другими муниципальными районами, в котором я сам побывал и тоже участвовал в смотрах готовности, можно сказать, что в Ленском районе сил и средств предостаточно, в том числе и по тяжелой технике, и по автотранспортным составляющим. Есть автобусный парк, соответствующий для эвакуации населения, который предназначен и имеет соответствующие уже готовые планы эвакуации и маршруты движения, если такое будет возникнет случай. На сегодняшний день продолжается подготовка к поводкоопасному сезону. Готовятся пункты временного размещения. Заключены договоры на установку гидропостов. Создан резерв материально-технических и финансовых ресурсов. Общий объем зачернения составляет 81 гектаров. На сегодняшний день расчищено от снега и торосов 69 гектаров и зачернено 24 гектара. Предварительный прогноз по вскрытию реки и ожидаемым уровням будет выпущен гидрометцентром 16 апреля. На участке от Витима до Нюи толщина льда ниже нормы, но на участке от Витима до города Ленска получается, что толщина льда выше прошлогодних значений. По снегозапасам, также которые произвели специалисты гидрометслужбы, на 31 марта получается, что в Ленском районе снегозапасы превышают норму незначительно от 10 до 30%. Вскрытие реки на территории республики ожидается в первой декаде мая. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Продолжается поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах. После досрочного начала ограничений 27 марта, когда лимит был снижен до 30 тонн на основных участках рек Лена, Алдан и Вилюй, с 8 апреля на федеральных трассах Вилюй и Колыма планируется дальнейшее сокращение допустимой массы транспорта до 20 тонн. Аналогичные меры затронут дороги регионального и межмуниципального значения. Там предельную нагрузку в 20 тонн ведут с 10 апреля. Что касается северных и арктических районов, поэтапное снижение тоннажа на автозимниках начнется 5 апреля, а их полное закрытие ожидается в 20-х числах месяца. В Якутии прогнозируют раннее закрытие автозимников, что грозит своевременному выполнению плана по северному завозу. Правительство региона принимает экстренные меры и торопит доставку важного груза. О том, будет ли завоз завершен в срок, расскажет Саргылана Неустроева. Еще неделю назад уровень выполнения северного завоза достигал 70% от общего плана. Тогда же на совещании глава Якутии Айсен Николаев обозначил, действовать необходимо четко и быстро, зимники вот-вот закроются. У нас ожидается раннее закрытие ряда автозимников из-за теплой погоды. Соответственно, надо действовать максимально оперативно и максимально слаженно. Попрошу каждого все усилия предложить для максимального быстрого обеспечения задач по доставке продовольствия и топлива
топлива в населенные пункты республики. От этого, все прекрасно знаем, напрямую зависит благополучие и безопасность жителей региона. Как отмечают специалисты, крайний срок для завоза установлен до 15 апреля. При этом за минувшую неделю удалось наверстать еще 12% от плана. Осталось 18%, и есть все основания полагать, что все грузы будут доставлены вовремя. Значит, количество автотехники необходимо наращивать по тем или иным направлениям. Каждому хозсубъекту дана задача о том, чтобы каждый просчитывал свои запасы на местах. Это будь ГУП, государственное предприятие ЖКХ, да, Республики Саха-Якутия, Саханефтегазбыт, Русгидро. Это, с такими компаниями мы и с ними отрабатываем. Пока темпы нормальные перевозок, я думаю, должны успеть завести в полном объеме топливо. Это уголь, нефтепродукты и газоконденсат. Всего 508 тысяч тонн, в том числе и продовольственные товары. На сегодняшний день плановые объемы на зимних 25-26 составляют 3671 тонна. Из них в том числе расширенный ассортимент 303 тонны. Сейчас наиболее большие объемы у нас будут направляться в Янскую группу улусов. Запланированы также выезды автомашин с расширенным ассортиментом в поселок Зырянка, Черский, завтра в Тексе и на следующей неделе в Среднеколымский Анабарский район. Сами жители арктических улусов отмечают, к концу сезона доставку грузов осложняет еще и состояние дорог. По подтаявшему снегу большие грузы проезжают с трудом. Впрочем, возможность проехать лучше, чем ее отсутствие. Ведь новый сезон завоза начнется лишь следующей зимой. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «День за днем». Мы продолжаем. Новое вооружение и транспортные средства получили военнослужащие частей Восточного военного округа, бойцы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты и добровольцы-дальневосточники. Часть переданного оборудования – продукция дальневосточных предприятий, резидентов Торпатриотическая. Бойцы получили 59 снегоболотоходов якутской компании «Сокол», дроны хабаровской компании «Хабыннатех», дроны Забайкальского конструкторского бюро «Ветер». Полпред Юрий Трутнев встретился с добровольцами, работающими в составе подразделений БПЛА в городе Гуляй-Поле. Дополнительно на передовую переданы роботизированные наземные снайперские комплексы, бронированные Нивы, разведывательные БПЛА, рэбы и гладкоствольные ружья для борьбы с дронами. С 1 апреля в России стартовала весенняя кампания отправки призывников в армию в рамках круглогодичного призыва на военную службу. Мероприятие продлится до 15 июля. В прошлом году в этот же период на службу было направлено 160 тысяч человек. С 1 января 2026 военный призыв осуществляется круглогодично по указу президента Владимира Путина. Кроме того, увеличили срок явки в военкомат по электронной повестке с 20 до 30 дней с момента ее размещения в соответствующем реестре. Молодежные организации Якутии стали резидентами центра «Патриот». Из 39 заявок конкурсный отбор прошли 12 лучших организаций. Все они представили свои проекты, направленные на развитие деятельности молодого поколения региона, которые будут реализовываться в стенах центра. Среди них объединение молодежных организаций улусов Республики Зема, молодежное правительство, ассоциация молодых педагогов и другие. Резиденты будут вести активную работу в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. У нас проект называется «Гид молодежь». Для того, чтобы подготовить как можно больше интересных экскурсионных маршрутов с привлечением молодежи. И вот мы такую себе задачу поставили, чтобы, будучи резидентами молодежного центра «Патриот», повысить это количество и качество, чтобы наши люди знали свою историю, потому что у нас так много интересных мест, которых в интернете не найдешь.
По решению главы республики ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны будет назначена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На сегодняшний день в регионе проживают 7 ветеранов, каждый из которых является для современников символом мужества и беззаветной любви к родине. Мера поддержки призвана выразить глубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу страны. Глава республики подчеркнул, что долг общества – окружать ветеранов постоянным вниманием и подтверждать признательность не только словами, но и конкретными делами. Авиакомпания «Аврора» дарит возможность бесплатного перелета участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также детям войны. Воспользоваться акцией можно с 1 мая по 31 декабря 2026 года. Билеты, в том числе для одного сопровождающего, он тоже полетит бесплатно, оформляют с 1 апреля до конца года в офисах продаж «Авроры» и у агентов. Так авиакомпания выражает благодарность старшему поколению. Индивидуальный подход и реальная помощь тем, кто в ней нуждается. В России подводит итоги трехлетней работы фонда «Защитники Отечества». Он был создан по поручению Владимира Путина. Соответствующий указ президент подписал 3 апреля в 2023 году. Сегодня отделения фонда работают во всех регионах страны, обеспечивая поддержку ветеранам и их семьям. Подробнее об этом в сюжете Лилии Бурцевой. Комплексная помощь от медицинского восстановления и психологической поддержки до оформления льгот и содействия в трудоустройстве. Фонд «Защитники Отечества» помогает освоить новую профессию, открыть собственное дело и вернуться к полноценной жизни благодаря системному сопровождению. Настраивается работа фонда исключительно от запроса самих ветеранов и их близких. И вот когда мы смогли все объединиться, нам очень помогают губернаторы с их региональными командами, межведомственные комиссии, которые работают и дают возможность сразу в муниципалитетах, в малых городах оказывать помощь как можно быстрее, минимизируя бюрократические какие-то вот такие трудности, проволочки. Поэтому вот когда мы все объединяемся, безусловно, результат вот такой. Специалисты фонда оказывают помощь в восстановлении и оформлении документов, консультируют по вопросам получения выплат и льгот, а также берут на себя взаимодействие с различными ведомствами. Значительно упрощает процесс для ветеранов и их семей. Самое важное для меня было, это, во-первых, восстановить все мои документы. Это, что самое главное, все социальные, все выплаты, конечно же. Учитывая того, что я сейчас ампутирован на ногу, мне очень трудно ходить вот, в соцзащиту, МФЦ, пенсионные. А тут все. Тут в этом здании, в этой организации есть все. И получается, человеку, который маломобильный, ему нужно всего лишь сюда прийти. Вот, и все остальное, все помогут ваши кураторы, наши кураторы. Особое внимание уделяется семьям военнослужащих, как действующих, так и погибших в зоне спецоперации. Помощь охватывает не только социальные вопросы, но и поддержку, которая особенно важна в сложных жизненных ситуациях. Защитники Отечества очень хорошо помогают, поддерживают. В основном поддерживают очень хорошо детей, дают на билеты на разные мероприятия. Очень хорошо поддерживают. Очень важно, потому что даже просто человеческая поддержка. Здесь я ее получила с координатором своим, мы на связи 24/7. Думаю, что это очень хороший фонд. За 3 года работы в филиал поступило более 46 тысяч вопросов. Большинство из них, порядка 85%, уже решены положительно. Наиболее востребованы вопросы назначения социальных выплат, получения статуса ветерана, юридической помощи, а также медицинской и социальной реабилитации. Целью у нас это миссия государственных защитники Отечества. Мы должны обеспечить полное сопровождение наших подопечных, как членов семьи участников специальной военной операции, так и ветеранов. То есть цель у нас одна, чтобы у них все было благополучно, чтобы ребята смогли вернуться в мирную жизнь и найти свое место. В Якутии помощь оказывают более 60 социальных координаторов. Они сопровождают более 10 тысяч человек. При поддержке фонда порядка 70% ветеранов уже смогли найти работу или открыть собственное дело. В планах дальнейшее расширение мер поддержки, развитие реабилитационных программ и внедрение современных цифровых сервисов для сопровождения ветеранов и их семей. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск.
На строительстве Ленского моста завершен монтаж второго кофердама весом более 2500 тонн. Он станет основой для фундамента самого высокого центрального пилона, под которым установят 208 глубоких свай. Работы активно идут на обоих берегах. Задействовано 460 специалистов и 94 единицы техники. Ведутся буровые работы, армирование опор и подготовка технологических площадок. Место, где хочется жить. В микрорайоне Звездный строители возвели уже 16 многоквартирных домов. Их стены стали родными для 1600 семей, в том числе для новоселов из аварийного жилфонда. Как поменялась жизнь переселенцев, расскажем в следующем сюжете. Дом – полная чаша. Об этом семья Веры Мельцаевой мечтала больше 30 лет. В прошлом году мечта, наконец, сбылась. Из 17-го квартала их переселили в Звездный. И Мельцаевы не остались у разбитого корыта. Район хороший, красиво. Очень мы рады. Наконец-то это случилось. Вот мы все такие на позитиве. Новый дом, новые знакомства, новые соседи. Очень все прекрасно. Мы счастливы. Вид из окна – это вообще пушка-бомба. Такие закаты у нас. Это вообще подкупает. Радоваться есть чему. Помимо новых домов, тут уже возвели котельную, водоузел и спортивную школу. Позаботились в Звездном и об улично-дорожной сети. Есть тротуары и автобусные остановки. Планы не менее грандиозные. В этом году для подрастающего поколения распахнутся двери школы и детского сада. В дальнейшем мы должны до 2028 года завершить сектор С. И потом уже перейти на сектор Б, где планируются тоже объекты, социальные объекты, это школа на 990 и детский сад. Также в планах у нас начать строительство уже с 2027 года. Первые дома в секторе Б. Для тех, кто по каким-то причинам не хочет переезжать в Звездный, у новоселов есть ответ. Бояться не нужно. Переселенцы уверены, что у активно развивающегося микрорайона светлое будущее. Пусть не боятся, не разочаруются. Здесь только вот он лучше и лучше строится сейчас. И поликлиника все равно будет, и садики будут, и школа построится. Все будет. Это дело времени. Все 3 квартала Звездного строят в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 30 многоквартирных домов обеспечат квартирами около 11 тысяч человек. Эржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Соцфонд проиндексировал пенсии порядка 4 миллионов россиян. Для этого пенсионерам не понадобилось никуда обращаться или подавать заявление. Индексация проведена автоматически по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год и составила 6,8%. С апреля фонд также увеличил выплату по уходу, которую устанавливают государственные пенсии людям 80 лет и старше, а также инвалидам первой группы. Социальный фонд автоматически оформляет надбавку к пенсии гражданина и также автоматически повышает ее в ходе индексации. Все выплаты поступают по графику без изменений. Национальный мессенджер Макс, который недавно получил статус социальной сети, становится надежным инструментом для различных целей. Так, с помощью приложения многодетные якутяне, пенсионеры и граждане с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение для получения различных льгот и скидок в магазинах, учреждениях культуры. Оформить цифровое удостоверение можно в пару кликов. Если у граждан возникли трудности, то специалисты клиентских служб отделения Социального фонда России по Якутии могут помочь гражданам по вопросам настройки цифрового удостоверения в мессенджере Макс. Раньше наши многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью ходили с бумажными документами, подтверждающими их статус, а теперь им достаточно иметь смартфон с установленным мессенджером Макс. Вот цифровое удостоверение можно оформить буквально парой кликов, да? Но если гражданам это как-то проблематично, то любой клиентской службе нашего отделения Социального фонда по Республике Саха-Якутия специалисты готовы помочь в настройке цифрового удостоверения в мессенджере Макс. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ипотечное страхование для семей с детьми. Автор инициативы отметил, что сейчас ежегодные расходы семей на обязательную страховку – это 20-30 тысяч рублей. Они не компенсируются государством. Предлагается включить эти траты в перечень социальных налоговых вычетов с лимитом 150 тысяч рублей в год, что позволит возвращать в семейный бюджет до 19,5 тысяч рублей ежегодно. Для реализации идей потребуется внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Все ведомства в одном месте. Специалисты якутского семейного МФЦ впервые провели выездную работу в поселке Жатай. Так, у местных жителей появилась возможность, не выезжая в город, получить консультацию и другие услуги от сотрудников различных ведомств. К примеру, у Фонда «Защитники Отечества», соцзащиты, Центра занятости и так далее. Сами представители центра называют выезд пилотным и в дальнейшем планируют развивать это направление, расширить географию работы мобильных команд, увеличить количество и частоту выездных мероприятий. К тому же работа в Жатае показала большую заинтересованность местных жителей в получении помощи от специалистов. Помимо этого, с нами приехала группа психологов. В настоящий момент они ведут индивидуальное консультирование, располагаются в отдельных кабинетах. После обеда наши психологи продолжат работу на базе одного из детских садов и проведут тренинг-семинар для специалистов, работающих с семьями и с детьми, по повышению компетенции. Приемная кампания по зачислению детей в школы стартовала в Якутии. На этом этапе принимаются заявления от родителей или законных представителей детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Кроме того, подать документы с 1 апреля могут и льготные категории – члены семей участников СВО, дети сотрудников силовых структур и те, у кого старшие братья или сестры уже проходят обучение в той же школе, на место в которой претендует первоклассник. Как отметили в Управлении образования Якутска, в этом году в городе ожидается поступление свыше 5000 детей. При этом ежегодно количество первоклашек только увеличивается, в среднем на 1500–2000 тысячи ребят. В этом году у нас нововведение по приему детей иностранных граждан в 1 класс. Данные дети должны обязательно пройти тестирование на знание русского языка и подтвердить законность пребывания в Российской Федерации. Соответственно, без успешной сдачи теста, подтверждающей способность осваивать образовательную программу на русском языке, зачисление в школу не производится. В России впервые применили персонализированную РНК-вакцину от рака Нео-Онковак для лечения 60-летнего пациента с меланомой кожи. Препарат, разработанный Национальным медицинским исследовательским центром радиологии, изготавливается индивидуально для каждого больного и обучает иммунную систему распознавать и уничтожать конкретные клетки опухоли. Курс лечения состоит из 10 инъекций и рассматривается как эффективный метод контроля над болезнью при исчерпании стандартных возможностей. В дальнейшем технологию планируют адаптировать для других видов рака. А с 2026 года включить такие методы в программу бесплатной медицинской помощи. В целях привлечения специалистов руководство Алданской ЦРБ задействует различные механизмы. В прошлом году по программе «Земский доктор» в Алдан прибыл врач-лор. Стоит отметить, что специалиста такого профиля в больнице длительное время не было. И с возобновлением приема многие сложности были сняты. На приеме у врача побывали наши коллеги. Ирина Серякова привела в поликлинику родственников. К врачу-оториноларингологу их направили республиканские специалисты, у которых мужчина и женщина наблюдаются постоянно. С получением консультации по месту жительства никаких проблем не возникло. Мы проходим лечение в Якутске, и понадобилась консультация. Хорошо, что не надо лишний раз в Якутск ездить. Все по месту, все очень хорошо. Врач очень грамотный, очень все понравилось, все объяснила, все рассказала. К работе
работе Валданской ЦРБ Мария Александровна приступила в прошлом году. В Южную Якутию она приехала из города Благовещенска по программе «Земский доктор». По словам врача, переезд вовсе не стал хуже пожара. Молодого специалиста здесь ждали. Обеспечили и жильем заранее, подготовили. То есть я приехала уже, крыша над головой была. Земский доктор тоже быстро оформили, без проблем, без бумажной волокиты. Так что все нормально. В Валдан специалист приехала вместе с супругом. Он врач-кардиолог и тоже работает в больнице. В рабочий процесс Мария Александровна вникла быстро. Сейчас она ведет амбулаторный прием взрослых и детей, оказывает экстренную помощь пациентам стационара, а также проводит медицинские профилактические осмотры. Втянулась очень быстро, деваться некуда. Надо было все свои ресурсы быстренько в кучку собрать, потому что работы много. Надо было мобилизоваться и работать. Стоит отметить, что в Валданской ЦРБ врача-оториноларинголога длительное время не было. Помощь пациентам оказывали фельдшеры. В сложных случаях жители района направлялись в город Якутск. Между тем, заболевания лор-органов, как у взрослых, так и у детей, встречаются часто. С возобновлением приема врача на постоянной основе многие проблемы и сложности были сняты. С Марией Александровной очень легко работается, очень ответственный доктор, неравнодушный к пациентам. Пациенты пишут отзывы, кстати, у нас в нашем чате «Валданское здравоохранение». Вот недавно девушка очень теплый отзыв написала про доктора, что помогли. Программа «Земский доктор» является одним из механизмов по привлечению специалистов в медицинские учреждения района. В решении кадрового вопроса руководство больницы совместно с отделом кадров активно работают в разных направлениях, предусмотренных федеральным национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». Так, в прошлом году к работе Валданской ЦРБ приступили порядка 20 врачей разного профиля. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске стартовала декада архитектуры и дизайна. В течение 10 дней столица республики станет площадкой для диалога профессионалов, студентов и школьников, где обсудят будущее городской среды и роль архитектора в развитии территорий. В этом году главная тема декады – преемственность поколений. Программа объединяет опыт практикующих архитекторов и свежие идеи молодых участников. От воркшопов и лекций до выставок, конференций и проектных сессий. Декада архитектуры и дизайна продлится до 7 апреля. За это время участники смогут не только получить новые знания, но и представить собственные проекты, пообщаться со специалистами и стать частью профессионального сообщества. У нас проект набережной 202-203, и основная цель была связать ее с библиотекой. И мы решили, что библиотека – это хранилище культуры, и связали это с одним из культурных достояний Якутии – Фамусом. Во время воркшопа нам это говорили, рассказывали во время лекции интересные вещи, которые мы использовали в своем проекте. Это только макет, но основной проект заключается в презентации. И в презентации их лекции нам очень помогли. Наступление весны для всех – это праздники, солнце и тепло. Но для жителей домов по улице Билибина это настоящее испытание. Снег, навалившись за зиму, начинает таять, а дома затапливает водой. Подробнее о проблеме в сюжете далее. Вода, вот, видите, все. Это же вот все сдулось. Вот, смотрите, все поздувалось, вот, все полы вздулись. От сезонной проблемы не спасает даже новый ремонт. Жительница одного из домов Зухра Кучушева, мать участника СВО, всеми силами пытается бороться с этой трудностью. Но полы от сырости буквально гниют. Еще не растаявшие сугробы перекрывают пути, а с наступлением теплых дней во дворе наледь и лужи. Как это все будет таять, и мы просто-напросто опять утонем, как в том году. Вот видите, я на низине, дорогу подняли. Вот эти все, они все побегут ко мне, через меня. И здесь будет Венеция. Вот калитку откроете, вы отсюда не выйдете. За 40 лет они ни разу нам песка не привезли сюда. Мы сколько раз просили, привезите хотя бы 2 машины песка, засыпьте хотя бы, чтобы мы выходили отсюда.
В собственном доме жить становится все сложнее, а некоторым соседям даже пришлось съехать с непригодного жилья. Уже второй год с этой проблемой стараются обратиться к общественникам и властям, но бороться с неприятностью в основном приходится самим и за свой счет. 11 марта я обратилась в Сысарский округ с заявлением, чтобы мне, как матери участника СВО, потому что мой сын 4-й год на войне, помочь убрать мою территорию. Когда начнет топить нас никто не будет откачивать. Мы своими силами откачиваем, своими силами снег вывозим своими. Мне уже 64 года. У нас просто я уже не знала, куда обратиться. Вот с 11 марта никто не звонит. В управе Сысарского округа о ситуации знают. И с Зухрой Кучушевой знакомы лично. Диалог идет, однако помощь приходится ждать дольше, чем хотелось бы жителям. У нас от цивильных СВО поступило более 40 заявок. И у нас более 400 домов деревянного фонда. Поэтому работы ведутся в усиленном режиме, ну и как бы поочередно. Зухра Мемдяевна – это наш житель, проживает на Билибина, по улице Билибина. 5 числа у ней будет организован субботник. Будет производиться вынос снега с ее территории. В прошлом году у нее техника работала, и также у нее дом находится в низине, и производится откачка по мере поступления заявок. В Якутске неблагоприятное расположение зданий – довольно частая проблема. Но и оставлять людей жить в таких условиях недопустимо. Обеспокоенная жительница настроена добиваться положенной поддержки. Диана Антонова, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Более 100 ученых, филологов и педагогов из России, Китая и Монголии собрались на международном форуме, посвященном сохранению языков и культур коренных малочисленных народов Севера. Главными темами обсуждения стали укрепление связи между поколениями, разработка современных учебных материалов и сотрудничество образовательных организаций с наукой и культурой. В течение 2 дней участники форума вырабатывали новые методики преподавания и стратегии защиты родных языков как фундамента развития общества. Очень актуальная тема в условиях сейчас влияния больших факторов. И мы считаем, что сохранение языков и культуры коренных народов является важнейшей задачей не только региональных органов власти, но и федеральных структур. И должны быть соответствующие нормативные и правовые акты, соответствующее финансирование, создание необходимой образовательной инфраструктуры для обучения детей на языках коренных народов Севера. В Якутске отметили День гражданского активиста республики. В молодежном центре «Патриот» собрались общественники, волонтеры и добровольцы, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона и поддержку гражданских инициатив. В ходе мероприятия подчеркнули значимость их работы для развития и реализации социальных проектов. Победителям конкурсов Фонда президентских грантов и другим отличившимся участникам вручили награды. После официальной части состоялись презентации проектов и их обсуждения в формате открытого диалога. Сегодня отмечается этот день не просто так, потому что это те люди, которые непосредственно помогают людям нашей республики, до тех моментов доходят, до которых правительство не смогло дойти на сегодняшний день. Поэтому день очень важный, и я думаю, очень приятно то, что мы сегодня таким коллективом, таким составом собрались. Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT». В финале приняли участие более 200 школьников и студентов из разных районов республики. В течение 3 дней на базе средней школы номер 39 участники разрабатывали цифровые решения и работали над кейсами от ведущих компаний. От геймификации сервисов до создания платформы решений искусственного интеллекта.
По итогам конкурса определены победители в 5 треках, среди которых команды из Якутска, Нерюнгринского, Мирнинского, Алданского и других районов республики. Победители получили денежные призы и право представить республику на всероссийском этапе конкурса. Получается, мы уже на Олимпиаде участвуем 5-й год. Мы понимаем, что мы фавориты, да, но уже команда душу в спину как будто бы. Кейс был от компании «Алрос-ИТ». Сделали платформу для обучения персонала. Да, получается, была проблема от «Алрос-ИТ». Сложность была в том, что HR, им сложно контролировать, какие курсы проходят сотрудники. Сбор заявок от курсов, все происходит вручную, отчитывается тоже вручную. Мы решали эту проблему. Также была проблема от сотрудников. Им было все сложнее и сложнее искать более релевантные для них курсы. Также они устали от бюрократии со стороны HR. В Якутске завершился юбилейный 20-й республиканский конкурс «Будущий дипломат», который в этом году приобрел федеральный статус. По итогам заочного тура за звание лучшего боролись 53 конкурсанта младшей и старшей лиги. Также 11 учащихся из других регионов защищали эссе в режиме ВКС. Для них предусмотрена другая номинация. «Будущий дипломат» – это одна из престижных площадок, где у школьников формируется гражданская активность и патриотизм. Также конкурс открывает двери в дипломатическую академию МИД России. Дипломатических смен в Артеке, во Всероссийском детском центре «Океан». Ребята из Якутии, они активны с самого начала. Ребята из других регионов, особенно из Москвы, долго раскачиваются. Но глядя на своих сверстников из Якутии, которые оперативно отвечают на вопросы, участвуют в дискуссиях, они тоже подтягиваются. И это дает возможность и другим тоже приобретать все-таки какие-то знания. Муниципальный архив Нерюнгринского района признан победителем республиканского конкурса «Лучший муниципальный архив Якутии» в номинации «За обеспечение сохранности фондов». По состоянию на начало 2026 года в архиве насчитывается более 45,5 тысяч единиц хранения. Высокая награда стала результатом многолетней системной работы специалистов по сбережению исторического и культурного наследия региона. В 2011 году в наше распоряжение было предоставлено вот это здание. Помещения были спроектированы и построены в соответствии с действующими нормами и правилами организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. В 2019 году для оцифровки архивных документов был приобретен планетарный сканер, который позволяет бережно сканировать даже сшитые документы. Классические номера, признанные золотым стандартом обучения в балетных школах, продемонстрировали более 200 участников конкурса «Дивертисмент». Смотр состоялся в столице республики в Якутской балетной школе. Все подробности узнаем далее. Русские народные танцы и восточные мотивы, щелкунчик и танец маленьких лебедей. Жюри оценивает техническую чистоту исполнения, музыкальность и артистизм юных танцовщиков. Открытый республиканский конкурс «Дивертисмент» проводится с 2018 года. Ранее он проводился под другим названием, и участие в нем принимали лишь учащиеся Якутской балетной школы. Теперь же участники со всей Якутии и из городов России. Если брать республику, то это 8 улусов. Города Якутска и пригородов. У нас участвуют еще города Курск, Уфа, Новосибирск. Вот, они очно-заочная форма. Состав жюри нынче поменялся. Председатель жюри – народный артист Республики Саха-Якутия, наш педагог Дмитрий Николаевич Дмитриев. Победители получат грант целевого фонда будущих поколений на дальнейшее развитие танцевального таланта, гарантированные путевки на участие в престижных конкурсах. А это уникальная возможность заявить о себе, минуя стандартные многоэтапные просмотры.
прошлом году я получила гран-при на конкурсе «Дивертисмент». Благодаря дивертисменту и победам в других конкурсах я стала обладательницей гранта Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Я боролась с вторым курсом, в это время я была девятиклассницей, поэтому немного было страшно и неожиданно было получить гран-при. И сейчас я усердно готовлюсь к международному конкурсу «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. И 14 апреля уже вылетаю в Пермь. Я должна станцевать 6 номеров. И это будет очень сложно, но надеюсь, все будет хорошо. В этом году конкурс посвящен 80-летию со дня рождения Натальи Посельской. Именно она открыла первую профессиональную балетную школу на Дальнем Востоке. 12 апреля на сцене театра оперы и балета состоится гала-концерт с участием победителей конкурса и лучшими номерами, поставленными как во времена Натальи Семеновны, так и в настоящее время. Марферина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. Нашумевшая выставка Национального художественного музея от Геда Гинзбурга в Якутске закрылась. Чтобы представить новый результат сотрудничества с Государственным музеем Льва Толстого, экспозицию «Шахматы поставлены, игра начнется завтра». События посвятили столетию начала развития шахмат в Якутии. Примечательно, что открытие выставки ознаменовало и проведение крупнейшего турнира по шахматам на Кубок главы республики. Сама экспозиция включает отрывки из черновиков романа эпопеи «Война и мир», графику с изображением великого писателя за игрой, воспоминания его современников и другие экспонаты хранилища музея Толстого. Представила выставка и шахматы – уникальные предметы искусства, автором которого является в том числе и якутский мастер Терентий Амосов. Решили рассказать о шахматах еще и через призму литературной деятельности Льва Николаевича, рассказать о том, как он описывает шахматные партии и использует их как аллегорию в романе «Война и мир». Также здесь представлены якутские шахматы, сделанные из бивня мамонта, которые очень хорошо украшает нашу выставку, и 2 комплекта из Музея Федерации шахмат России. Это шахматы «Режанс» французские и шахматы, которые называются «Наполеоновские войны». Такой увидели эту неделю наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.